Дорогие друзья, снова на телеканале Якутия-24 телевизионный песенный конкурс «Вот это да, дети». На нашей сцене уже выступали ребята из Хандыки, Покровска и многих других районов нашей республики. В конкурсе исполнителей от разных районов Якутии больше всех набрали СМС-голосов телезрителей участницы под номером 4 Элеонора Петрова и Саяна Заболоцкая под номером 9. Напомним, победителем конкурса, по мнению жюри, стал Святослав Барабанов. Все три вокалиста примут участие в финале конкурса «Вот это да, дети», который состоится 12 апреля в прямом эфире телеканала Якутия-24. И сегодня пришел черед показать свои вокальные данные юным участникам уже из города Якутска. Наш конкурс состоялся благодаря поддержке промышленной компании «Полиметалл». Мы убеждаемся с каждым эфиром, что наши дети любят и петь, и танцевать. Пойте вместе с нами, голосуйте за любимых исполнителей. Возможно, в будущем это большие артисты. Поверить в себя, осуществить давнюю мечту каждого нашего юного исполнителя, быть на сцене и радовать нас своими песнями — это в наших с вами силах. Надо лишь проголосовать за понравившегося участника. Отправляйте смс на короткий номер 5533 и номер участника. И для начала давайте познакомимся с нашими профессиональными членами жюри. Они выберут сегодня самого профессионального, харизматичного и юного артиста. Ольга Петровна Чемпосова, солистка Государственного театра оперы и балета имени Сауруна Омолона, отличник культуры Республики Саха-Якутия, член жюри. Леонид Анциферов, солист симфонического хора Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Михайловны Кривошапка, отличник культуры Республики Саха-Якутия. И Станислав Петрович Олесов, отличник культуры Республики Саха-Якутия, преподаватель Якутского колледжа культуры и искусств, председатель жюри. Сегодня также определятся еще два победителя, которых выберете вы, уважаемые телезрители. И голосование, кстати, стартует уже после выступления первого вокалиста. За понравившегося участника можно проголосовать с помощью СМС, отправив на номер 5533 слово «Ход» и номер участника. В финале конкурса, который состоится в прямом эфире, в Якутске примут участие все победители районных туров. Всего 12 исполнителей, из них также победу одержат 3 исполнителя. Нашу программу открывает Альберт Макаров. Для этого участника музыка, кстати, не просто хобби. Для Альберта пение – это вся его жизнь, его способ самовыражения и главный источник вдохновения, как он говорит. Давайте с ним поближе познакомимся. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Макаров Альберт. Мне 13 лет, я учусь в 5-й школе в 7 классе. В свободное время я занимаюсь вокалом в студии Arctic Voice. Также увлекаюсь катанием на лыжах и в данное время начал изучать психологию и астрологию. С семьей я люблю проводить время на природе. Также каждое лето я езжу в деревню к бабушке на сенокос. На конкурсе хочу получить большой опыт. Желаю всем участникам удачи. Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди, но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса,
слышим их голоса. Это люди вновь и вновь ищут на земле любовь. Ой, нас миллионы вдалеке от берегов, веря, что найдут любовь. Ой, нас миллионы. Ты не отпустишь руки и не сойдешь с пути. Ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Это люди вновь и вновь ищут на земле любовь. Ой, нас миллионы вдалеке от берегов, веря, что найдут любовь. Ой, нас миллионы. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Нас миллионы, не один, не один, оу, не один, не один, оу, не один. Нас миллионы, не один, не один, оу, не один, не один, оу, не один. Нас нас миллионы. Вау, Альберт, очень крутое исполнение. Ну как, волновался? Открывать, наверное, конкурс очень волнительно. Да, волновался. Ну, чуть-чуть вначале слышалось, да? Ну вот почему именно эта песня, кстати? Ну, потому что миллионы голосов, это, то есть, ну, много, это масштаб. Ну, вот и хотелось. Ты, кстати, такого как масштабного. Полина Гагарина тоже пела. Ну, что же думают члены жюри? Давайте начнем со Станислава Петровича. Альберт, во-первых, поздравляю. Открывать конкурс всегда волнительно, и поэтому я поддерживаю. Ну, исполнение, скажем так, было слышно, что верхние ноты не доставал, да, сам наверняка понимаешь. Мутационный период проходит еще, не до конца прошло, да, все это. Но это все мы поняли. А так я заметил, что очень музыкальный мальчик, чувствуешь музыку, чувствуешь ритм, доносишь песню, это тоже я почувствовал. Вот, не бросай, если это не только хобби, но и хочешь связать свою судьбу с музыкой, то желаю, чтобы не бросал, занимался. Скоро это пройдет. Мы все, парни, мальчики, проходим через это. Это свойственно, поэтому желаю удачи в будущем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Ольга Петровна. Ну вот из твоего выступления я поняла, что пение — это твое. Тебе очень идет. Вот бывает такое, что человеку идет петь или идет танцевать. Вот и тебе это прям подходит. Это занятие. Ты давно занимаешься? Ну да, давно. С самого детства? Ну, не с самого. Не с самого, да. Но интонационно немножко нужно подправить, конечно, еще позаниматься. Песню сам выбирал? Да. Ну, еще с педагогом, но вот, ну да. В основном это твое желание было, да? Угу. Ну, песня тоже очень хорошая, мне понравилась, да. Вообще, твое выступление мне, ну вот, по большому счету, мне понравилось. Потому что, в первую очередь, ты эмоционально выдал эту песню. Эмоционально — это самое важное выступление на сцене. Как ты преподносишь свое выступление. Вот. Ну, желаю тебе успехов. Спасибо. Спасибо, Леонид. Что думаете вы?
Я знаю, как сложно открывать такие конкурсы. Сам не раз был открывающим, да, на ком обычно отстраивают звук. Альберт, ты большой молодец. Да, вот недочеты, как коллеги уже сказали, были какие-то определенные, но я вижу, что это от волнения в первую очередь. Надо учиться с этим справляться. Вот. И я надеюсь, у тебя все получится, потому что песня была действительно преподнесена очень хорошо. И я от всей души желаю тебе удачи на этом поприще. Спасибо большое. Согласен? Да. Ну, дорогие телезрители, если вы хотите поддержать Альберта, то скорее отправляйте слово «ход» на короткий номер 5533 и номер участника. Он высветится у вас на экранах. Ну и, Альберт, желаю тебе удачи. Мне очень понравилось, было, конечно, волнительно. Вот. Но я считаю, то, что выступил я хорошо. Жюри меня поддержали, сказали то, что не бросай это дело, тебе идет быть на сцене, и я доволен. В студии Arctic Voice я занимаюсь уже 1,5 года, и в последнее время пытаюсь овладеть музыкальным инструментом, синтезатором. Ну а к нам на сцену спешит уже второй участник, София Сембирева. Она одна из самых юных исполнителей сегодня. София занимается в студии творчества на отделении фортепиано. Но ее интересы безграничны. А какие именно, узнаем прямо сейчас. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут София Сембирева, мне 8 лет. Я очень люблю петь. Я пою еще с детского сада, когда мне было 5 лет. Сейчас я занимаюсь в студии творчества «Нота До» и учусь в детской школе искусств на отделении фортепиано. Я очень люблю проводить время со своей семьей. Мы часто ходим в театр, кино, в цирк, вместе гуляем и устраиваем семейные походы. Еще я увлекаюсь плаванием и рисованием. Моя мечта – это побывать в разных уголках моей родины. Там, где ветви черемухи
Вау, София, какое прекрасное у тебя выступление. Волновалась? Ну, как бы не очень. Ну, такая патриотическая песня. Почему такой выбор пал именно на нее? Не знаю. Очень люблю свою родину. Красивая природа, реки, озера, моря, океаны. Ну, в общем, ты отлично выступила. Я считаю, что вообще на все 100%. Сама так же считаешь? Не знаю, ну, наверное, да. Ну, послушаем, наверное, член жюри. Давайте начнем с Ольги Петровны. Вам слово. София, ну в твоем исполнении прямо было слышно неподдельная любовь к родине. Вот к природе, которая тебя окружает. И песня замечательная. Песню кто выбирал? И я, и мой руководитель. Тебе руководитель предложил, а ты согласилась, да? Да. Очень хорошая песня. И ты ее исполнила замечательно. У тебя прекрасный чистый голосок. Я думаю, что тебе нужно дальше заниматься пением обязательно. Желаю тебе удачи, поздравляю с выступлением. А Леонид, что скажете вы, ваше мнение? Абсолютно очаровательная девочка. Очень чистые интонации, очень красиво все спето. Вот чувствуется все-таки, видимо, еще фортепиано. Молодец. Поздравляю тебя тоже с выступлением. Удачи Спасибо тебе. вам большое. Станислав Петрович, вам слово. София, поздравляю. У нас самая юная, да, участница. Вот, спела очень чистенько. Все ноты, которые в песне есть, все правильно спето вообще. Это очень здорово. И так тонко, так нежно, так трогательно исполнить эту песню юной 8-летней девочке, это, мне кажется, честь и хвала вообще. Спасибо большое, развивайся. Видно, что очень хорошо музыку слушаешь. Видно, и что музыкой занимаешься. Не бросай это дело. Спасибо большое. Спасибо. А ты, кстати, в первый раз исполняла эту песню? Ну, Тут. уже нет. То есть ты уже вообще на практике, то есть. Ну, дорогие телезрители, если вы хотите поддержать Сонечку, то скорее отправляйте слово «ход» на короткий номер 5533 и номер участника. Голосование завершится через неделю в пятницу вечером. Но я желаю тебе успехов. Спасибо. Очень много раз хочу еще принять в этом конкурсе выступление. Очень понравилось. Мою песню выбирали с моим руководителем Ариной Семеновной. Мне очень нравится эта песня, потому что там говорится про траву, про озера, луга, поля, небеса. Это наша Родина. На эту сцену я приглашаю уже третьего участника. Это Самира Архипова. Она занимается творчеством 3 года и точно знает, что хочет стать профессиональной артисткой. Она одинаково уверенно чувствует себя, исполняя песни на якутском и русском языках, а также играет на хомусе. Давайте с ним поближе познакомимся. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Архипова Самира, мне 10 лет, и я учусь в 4 классе Национальной гимназии ЕГЭ. У меня есть кот Барсик, ему 1,5 года, и он очень любит играть, и он агрессивный. А также у меня есть сестра Зарина, ей 12 лет, но скоро будет 13. Она учится в балетной школе имени Натальи Посельских. Я очень люблю заниматься хомусом, а также пением. Я хожу уже 3 года на вокальной студии Arctic Voice Семена Чинянова. В свободное время я очень люблю рисовать, играть на хомусе, петь и танцевать, а также смотреть фильмы. Всем участникам конкурса «Вот это да, дети» желаю удачи. Всем пока! Я пытаюсь найти ответы, чтобы стал все ярче света. О-о-о-о-о. И верно выбрать свой путь. Всем тянемся выше к звездам, но теряясь на перекрестках. О-о-о-о-о. Куда не знаем свернуть. Нам столько дверей открывает мир. Осталось понять, что же мы хотим. Куда мы идем и куда летим? Выше радуги, по облакам
перед нами, мы сами их выбираем. Весь мир каждый день нас делает сильней. Падаем, взлетаем, падаем, взлетаем. Давай, улыбнись, рукой до солнца дотянись. 100 дорог перед нами, мы сами их выбираем. Тик-так, время в такт, это вечно будет так. Падаем, взлетаем, падаем мы и взлетаем. В наших своих проблемах узнаем этой жизни схемы. О-о-о-о-о. И стрелки мчатся вперед. В наших своих проблемах узнаем этой жизни схемы. О-о-о-о-о. И стрелки мчатся вперед. Нам нужно набрать свою высоту, построить маршрут и поймать волну, и верить в себя и в свою звезду. Выше радуги, по облакам беги. 100 дорог перед нами, мы сами их выбираем. Весь мир каждый день нас делает сильней. Падаем, взлетаем, падаем, взлетаем. Давай, улыбнись, рукой до солнца дотянись. 100 дорог перед нами, мы сами их выбираем. Тик-так, время в такт, это вечно будет так. Падаем, взлетаем, падаем, мы взлетаем. Давай, улыбнись, рукой до солнца дотянись. 100 дорог перед нами, мы сами их выбираем. Весь мир каждый день нас делает сильней. Падаем, взлетаем, падаем мы и взлетаем. Вау, Самира, какое энергичное у тебя выступление. Ты прям пританцовывала, да? А энергичного, мне кажется, ты всегда такая по жизни? Ну, еще, я так понимаю, не скромная. Ну, и мне кажется, это сингл вообще всех 2017 года. Почему, кстати, эта песня? Она такая не очень новенькая, но очень энергичная. Почему выбрала именно ее? Ну, мне нравятся такие позитивные песни, а также энергичные. Ты всегда поешь только такие? Ну, да. Потому что я всегда такая тоже. Ты считаешь себя энергичной? Да. И, мне кажется, очень уверенной. Мгм. Ну что же думает член жюри? Давайте послушаем. Начнем со Станислава Петровича. Самира, поздравляю, очень хорошо спела свою песню. Действительно почувствовал энергетику этой песни. Танцевала и пела. Конечно, это трудно. Тем более песня, скажем так, такая, быстро надо выговаривать слова, быстро выговаривать разные, ну, мелодическую линию, да, и при этом еще танцевать, танец не просто такой налево-направо, да, еще там разные мышцы работают, поэтому, ну, это, конечно, очень так красиво смотрится, и, соответственно, все это ты преодолел, это просто, я боялся, что в конце песни задохнешься просто, вот, все выдержала. Спасибо большое, продолжай, действительно, с обучением, еще, скажем так, юная, если дальше будешь заниматься, все хорошо будет. Спасибо большое. Леонид, вам слово. Действительно, танцевать и одновременно петь — это очень сложно. В этом смысле Самирочка прям молодец. Мне очень понравилось. Это практически готовый концертный номер, который можно хоть сейчас на любую площадку нашей республики выпускать. И я думаю, зритель воспримет просто на ура. Вот, молодец. Услышал я мелкие там недочеты вокальные, но все-таки это действительно очень сложная такая песня получилась. Сложную песню выбрала. Так сказать, завысила планку сразу же. Молодец. Вот. От всей души желаю тебе удачи. Пой дальше. Спасибо, Ольга Петровна. Что думаете вы? Самира, мне очень понравилось твое выступление. Очень понравилось. Ты умничка. Тебе нравится эстрадное пение, да? Да. А кто из эстрадных певиц тебе больше всех нравится? Ты можешь назвать? Анна Асти. Мгм.
Да, замечательно. Ты знаешь, в этой песне вот прямо разгоралась с самого начала, да, потихоньку начинала, и в конце концов вот просто, как сейчас говорят, зажгла. И танцевала. И вот прямо я почувствовала, что ты эту песню прочувствовала вот просто до кончиков волос. Молодчинка, очень хорошо у тебя получается. Ну, пой в эстрадной манере замечательно. Молодец, поздравляю тебя. Согласна с мнением? Да. Ну, если, дорогие телезрители, хотите проголосовать за Самиру, за энергичную эту сегодняшнюю участницу, то скорее отправляйте слово «ход» на короткий номер 5533 со словом с номером понравившегося участника. Он высветится у вас на экранах. Ну, я желаю тебе успеха. Когда вот я вышла на сцену, я прям очень волновалась, но когда увидела лица членов жюри, я подумала, что они добрые и скажут мне хорошие комплименты, ну и думала, что мне скажут мои критики. Когда ушла из сцены, я не волновалась, я наоборот гордилась собой. Я считаю, что я умничка. Все, кто меня знает, проголосуйте за меня. Следующий участник всерьез занимается музыкой. Данил Кононов. Он душа компании. У него много друзей, а дома его всегда ждут 2 собаки и 2 кошки. Данил не только играет на фортепиано, но и отлично рисует. И твердо он решил, его будущее – это точно сцена. Давайте поближе с ним познакомимся. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Кононов Данил, я учусь в 26-й школе 4 А класса. И также я хожу в ДШИ-2 на отделение фортепиано. Я люблю петь, рисовать и играть. У меня есть 2 собаки, они очень веселые. Желаю, чтобы у всех все получилось и чтобы за меня проголосовали. Осенью дождливый серый день, проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом пущенной стрелой. Вернись, лесной олень, по моему хотению, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и не быль. Умчи меня туда, лесной олень. Он бежал, и сильные рога задевали тучи облака, и казалось, будто бы над ним становилось небо голубым. Вернись, лесной олень, по моему хотению, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и не быль. Умчи меня туда, лесной олень. Говорят, чудес на свете нет, и дождями смыт оленя след. Только знаю, он ко мне придет. Если веришь, сказка оживет. Со мной, лесной олень, по моему хотению, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и не быль. Умчи меня туда, лесной олень. Умчи меня туда, лесной олень. Вау, Данил, какое у тебя волшебное выступление. Прям захотелось этот фильм посмотреть. Ох уж это Настя. А ты сам, кстати, веришь в чудеса? Да? Почему, кстати, эту песню выбрал? Ты знаешь, кстати, истинный смысл ее? Нет? Ну, наверное, чтобы верить в чудеса. Ты же про это пел. Да.
Ну, я думаю, наверное, член жюри думает то же самое. Давайте узнаем у них мнение о твоем выступлении. Готов? Ольга Петровна, начнем с вас. Данил, у тебя очень красивый тембр голоса. Очень красивый, нежный, мягкий. Для этой песни очень подходящий. Немножко ритмически отстал. Мы все это заметили, даже подстукивали тебе немножко, да. Но, может, от волнения бывает такое. А так, выступление твое очень даже симпатичное. Поздравляю тебя с выступлением. Спасибо. Спасибо. Леонид, что думаете вы? Действительно, я согласен. Голос абсолютно ложится на эту песню. Вот, как говорится, не отнять, не прибавить. Чуть-чуть в припеве перетягивал нотки. Ну, это, в общем-то, понятно, потому что нотки красивые, хотелось их подольше попеть, а музыка бежала вперед. Вот. Ты молодец, занимайся дальше. От всей души тебе желаю удачи. Спасибо. Спасибо, Станислав Петрович. Очень интересный мальчик, Данил. Действительно, видно, что пение занимаешься, скажем, и тебе это интересно. Это все я почувствовал. Песня тоже такая сложная песня, на самом деле, чтобы эту песню пропеть. Желаю удачи. Дальше занимайся. Действительно, вот когда поешь, вообще очень хорошие субтоны слышны, да, тембр голоса, это очень приятно. Вот если дальше будете развиваться, это будет еще классно. Хорошо? Не бросай это дело, развивайся. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну, ты же, кстати, не в первый раз на сцене? Нет. Да, и уже, мне кажется, в будущем еще большой опыт получишь. Ну, в телевизоре, кстати, в первый раз, да? Да. Ну, я думаю, у тебя успехов еще очень-очень много будет, поэтому, дорогие телезрители, если вы хотите проголосовать за Даниила, то скорее отправляйте слово «ход» на короткий номер 5533 и номер участника. Он высветится у вас на экранах. Но я желаю тебе успеха. Спасибо. После моего выступления немножко адреналина и волнения. Думаю, что я пройду. И, пожалуйста, проголосуйте за меня. На сцену приглашаю Сандару Николаеву, одна из самых младших участниц. Сандара мечтает стать большой звездой. Сегодня она делает к этой мечте свой первый серьезный шаг. Она очень волнуется, поэтому ей нужна ваша поддержка. Внимание на экран, знакомимся с ней. Меня зовут Сандара, и я учусь во 2 классе в 39-м школе. Я с семьей еду на рыбалку и отдыхать на природе. Я люблю встретиться с подружками, гулять с ними и играть во что-то. Я люблю с детства петь якутские песни, и я хочу выступать на большой сцене. Seni güter, seni sertir sayını, zardana bolan tılları. Cenkirarda hırasta mahutunu, yok siri çevdi girdezi. Bu dikti ayığa, belağa ay oğutu. Körün körün kününle anyur körgeyi, istiyen jere yeri rızı. Sağın sağın siler ya ümiti bekini, karıstan sedek kıstını.
Сандара, выступление просто класс. Расскажи, пожалуйста, всем нам, про что песня. Про всех сезонов времени. А ты в первый раз ее исполнила сегодня? Да, и ты вообще на сцене, по-моему, тоже в первый раз. Кстати, по тебе не было видно, что ты волновалась. Волновалась? Нет. То есть ты не волновалась вообще. Очень уверенная у нас сегодня Сандара послушает, наверное, мнение членов жюри, да? Начнем давайте с Леонида. Что думаете? Мне очень понравилось это исполнение. Тем более я знаком с авторами этой песни. Вот, и слышал в их исполнении эту песню. Вот, я думаю, что и они были бы рады и горды, что такая маленькая девочка и так, в общем-то, трогательно это все исполняет. Чуть-чуть мне не хватило дикционных моментов, но это из-за того, что вот Сандарочка просто перемещается с микрофоном, поэтому, видимо, звук чуть-чуть уходил, да. А так, в целом, она молодец, да. Надо просто дальше заниматься, развиваться, и все у нее будет хорошо. Спасибо. Ну, ты же, кстати, у нас занимаешься? Да. Профессионально, между прочим. Станислав Петрович, что думаете? Сандара. Сандаре еще все впереди. Она еще маленькая. Мне кажется, очень хорошо справилась, очень хорошо исполнила свою песню. Желаю дальше развиваться, дальше расти и заниматься. Тогда будет еще лучше. Спасибо большое. Спасибо, Ольга Петровна. Что думаете? Это у девочки спрашивают, ты волновалась? Она говорит, а что это такое? Это, конечно, мечта любого артиста, совсем не волноваться. Молодец, Сандара, умничка, очень хорошо, смело исполнила. Какой у тебя красивый наряд, сделан какими-то добрыми руками, да? Кто делал наряд твой? Украшение якутское, кто делал? Родственник. Родственники, да? Ага. Ну и песня тоже чувствуется, что ты полюбила эту песню. Она тебе нравится? Эта песня, которую ты исполняла, понравилась тебе самой? Да? Ты полюбила ее, эту песню? Да. Ну хорошо, люби исполнительское пение, занимайся, продолжай заниматься вокалом. Я желаю тебе удачи. Спасибо. А ты сама как оцениваешь свое выступление? На 100%? Да. Ну, самое главное – это уверенность. Если вы у нас также, дорогие телезрители, думаете, то скорее голосуйте за Сандару, отправив слово «ход» на короткий номер 5533 и номер участника. Голосование продлится ровно неделю до пятницы вечера. Когда я вошла в сцену, меня удивило, что она такая большая и интересная. Потому что там еще была дым и очень большая сцена. Я там удивилась вообще, как-то красиво было. Я пела с удовольствием, потому что у меня песня такая красивая и замечательная. Ну а сейчас к нам на сцену выйдет Артем Чупров, настоящий интеллектуал и артист в одном лице. Артем учится в республиканском лицее и побеждает на олимпиадах, а поет с самого детства, с 6 лет. Он мастерски пародирует персонажей из мультфильмов «Току», но сегодня его выбор пал на серьезную классику. Всем привет! Меня зовут Чупров Артем, и я ученик 9 класса республиканского лицея-интерната. В принципе, мне с детства нравится петь, и сейчас я занимаюсь в студии Семена Чинянова Arctic Voice. Ну, помимо этого, я люблю заниматься олимпиадной математикой, информатикой, ну и физикой в принципе. А также, если вы смотрели мультики на телеканале Току и смотрели титры, то я там тоже есть. И вот, я очень рад, что участвую в конкурсе «Вот это да, дети», и всем участникам и, в принципе, вам желаю удачи. Пока-пока! Sul mar
l'astro d'argento placida dall'onda, prospero il vento sul mare luccica, l'astro d'argento placida dall'onda, prospero il vento. Артем, вот это да. Мне кажется, мы все тут оказались на уголках Италии. Это твое первое выступление. Я знаю, что на сцене ты не в первый раз. Расскажи про свои проекты. Ну, в принципе, я участвовал раньше в «Эрудите», был в сборной команды республики на Олимпиаде Туймада, и там участвовал в церемонии открытия. Раньше участвовал в разных проектах и, в принципе, веду очень активную жизнь в школе и, в принципе, в других местах. Супер. А вот ты первый, кто исполнил на итальянском языке в этом выпуске, да? Вот расскажи, почему именно эта песня, исполнял ли ты ее до этого и про что она? Просвети нас немножечко. Вот эта песня, она про красивую, про прекрасную лодочную прогулку в Санта-Лючия. Она очень красивая, это классика. Она показывает то, как красива природа, то, как красиво место и красота всех чувств. И ты, наверное, хотел вот всем это чувство передать. Да, очень хотел. Ну, мне кажется, у тебя получилось. Это лично мое мнение, что думают же члены жюри. Давайте узнаем. Давайте начнем с Ольги Петровны. Ну, сразу видно, что ты артист, Артем, что ты не первый раз на сцене, это сразу заметно. И песню такую выбрал, ты сам ее выбрал? Ну, это мне песня... ее посоветовали мои преподаватели Сарглана Эдуардовна и Семен Павлович. Угу. А ты сам интересуешься академическим пением? Или тебе больше нравится эстрадное пение? Ну, не знаю, мне нравится и то, от настроения. Пока не выбрал, да? Да, пока не выбрал. Ну, молодец, очень хорошо исполнил. Немножко кантилена мне не хватило. Что такое кантилена, знаешь? Нет. Это плавное ведение мелодии, да. Немножко как будто бы так вот, как будто порубил. Вот, надо стараться, это неаполитанская песня, ее нужно стараться петь очень плавно, как будто на лодочке плывешь по воде. Вот. А вообще голос красивый у тебя. Чувствуется, что у тебя большое будущее. Я поздравляю тебя с выступлением. Спасибо. Спасибо. Леонид, что думаете вы? Я лично понял, что здесь исполнение, конечно, ближе к современному жанру, так называемому кроссовер. Вот, когда классика поется в такой эстрадной, легкой манере. Чувствуется сразу, что человек начитан, что он понимает, о чем поет. Вот. Чувствуется, что есть техника.
Мне очень понравилось. Вот прямо молодец. Браво. Спасибо, Станислав Петрович. Артем. Ваше мнение. Артем, поздравляю, во-первых. А во-вторых, эстрадные песни поешь? Ну да. Поешь, да? Ага. Я послушал эту песню в исполнении вот именно Артема в другой манере, вообще другое исполнение. Конечно, есть какие-то моменты, которые хотелось бы по-другому услышать, да, но несмотря на это осмелился, да, и вышел вот и спел эту песню, это очень здорово на самом деле, да, вот. Почувствовал, это все видно, и видно то, что активный образ жизни ведешь, да, это все почувствовал. Когда ты выходил уже на сцену, я понял, что сейчас выйдет человек, который уже с опытом. Вот, поэтому это было все заметно. Спасибо. Хотелось бы, конечно, конкретно выбрал, да, именно какой вокал выбирать будешь, потому что между поешь, да, это все заметно. Но вот хотелось бы, если бы эстрадной манере, соответственно, эту песню на эстрадной манере тоже очень хорошо можно было сделать. И технически украшать по-разному, да. Вот, желал бы вот этого всего. Тогда бы интересно получилось бы, я так думаю. А так, молодец, пробуешь все, это здорово на самом деле. Тебе сколько лет? 15 лет. Вот, 15 лет. Как раз вот время, когда пробуешь все, чувствуешь все. Здорово, это молодец. В правильном направлении двигаешься. Мне тоже понравилось, как ты выходил с такой вот прямой спиной, гордо, вот как будто ты очень 100 раз это делал, очень много раз. Я желаю тебе тоже успехов. Я надеюсь, ты не только в этом проекте будешь принимать участие, но и во многих других. Если вы хотите проголосовать за Артема, то скорее отправляйте на слово «ход» на короткий номер 5533 и номер участника. Он высветится у вас на экранах. Я желаю тебе успехов. Мне, в принципе, выступление очень даже понравилось, но дыхания, конечно, на первом припеве чуть-чуть не хватило. А так, в принципе, было очень даже круто и классно. Следующую на эту сцену я хочу пригласить Мирославу Савину. Творчество у нее в крови. Она с детства совмещает вокал и спортивные бальные танцы. А поближе с ней я предлагаю познакомиться прямо сейчас. Внимание на экран. Всем привет! Меня зовут Савина Мирослава. Мне 15 лет, я учусь в 9 классе МАОУ НПСОШ номер 2. Я с детства увлекаюсь творчеством и хожу на вокал в Дворец детского творчества к Анастасии Афанасьевне Третьяковой. Также я занимаюсь спортивно-бальными танцами. А еще у меня есть семья, которая меня всегда поддерживает. Всегда меня поддерживает в любых моих начинаниях. Еще у меня есть моя любимая кошка Маруся. Ей 17 лет, и она все мои годы прошла вместе со мной с самого рождения. Желаю всем успехов и удачи! Узор на окне, снова прошлое рядом.
будешь ты в декабре. Вновь со мной, Вау, какое у тебя прекрасное исполнение, Мирослава. Волновалась? Чуть-чуть, да. А как ты так дыхание восстановила и спела, станцевала, и вот так вот в стойку встала? Ну, Тяжело? нет, не особо. Ну, ты так уже часто исполняла, я так понимаю, на сцене. Да, часто. Супер. А что думают члены жюри? Давайте спросим Станислава Петровича сначала. Мирослава, ну, песня наверняка, эту песню наверняка многие знают, многие наверняка пели. С детства эту песню, наверное, маленькие дети смотрели этот мультфильм, да. Спела по-своему почувствовала, нежно, вот от начала до конца песню так пела нежно. Вот, и, мне кажется, танцами занимается еще, да? Да. Вот это видно. Очень такая хорошее исполнение, хорошее выступление. Мне кажется, вот тоже готовый номер. Просто выпустить на концерте и вот заслужить аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо. Ольга Петровна, что думаете вы? У тебя прям получилась танцевально-вокальная композиция. Вот я согласна, это уже готовый номер, да. Очень хорошо. И голос у тебя приятный, нежный. И к этой песне тоже подходит замечательно, да. И двигаешь ты очень красиво. Знаешь, чего мне не хватило? Дикции не хватило. Вот слова хотелось бы почетче говорить, поярче, да. Значит, немножко не достала одну нотку, но в конце реабилитировалась. И очень красиво взяла последнюю заключительную ноту. Хотя это трудно было. Вот чувствуется, что ты же все-таки танцевала, двигалась, да, немножко дыхание сбила. Но тем не менее ты выстояла все равно. Конкурс есть конкурс, ты держалась до конца, боролась до конца. Молодец, и ты победила. Я поздравляю тебя. Спасибо. Спасибо, вон сколько у тебя положительных отзывов. Леонид, что думаете вы? Безусловно, с эстетической точки зрения очень красивое исполнение получилось. Но я думаю, что с дикцией были проблемы просто из-за того, что чуть-чуть Мирослава далековато стояла от микрофона. Чуть-чуть надо было поближе просто встать, и все было бы просто вообще идеально. Вальс был просто прекрасен. Спасибо большое. Вот. И действительно, голос очень к этой песне подходит. И манера исполнения была просто волшебная вообще. Мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо. У тебя только партнера, мне кажется, не хватало. А расскажи, пожалуйста, это же не твой первый выход на сцену. Где еще принимала участие? Я принимала участие много в каких конкурсах, выступлениях. Я выступала на сцене площади Орджоникидзе на 1 июня. Также на 1 июня я в парке выступала, на открытии «Дети Азии» там выступала. В общем, у тебя такой большой багаж опыта. Да. Ну, если вы считаете так же, дорогие телезрители, то скорее болейте. Давайте свой голос за Мирославу, отправляйте слово «ход» на короткий номер 5533 и номер участника. Голосование продлится ровно неделю и завершится в пятницу вечером. Ну и желаю тебе успехов. Спасибо. Я очень волновалась, чуть-чуть волновалась перед конкурсом, но выступила, я думаю, хорошо. Но судьи правы, над дикцией надо поработать. Думаю, дальше будет лучше. Мне очень нравится эта песня, Анастасия, она такая нежная. Там такой ритм медленного вальса. Я очень люблю петь, это моя страсть. И танцевать тоже я люблю. И я решила в одном выступлении соединить эти два моих таланта. Следующий
Следующую на эту сцену я приглашаю Анаит Тавмасян. Она находит гармонию во всем. Учится в ДШИ по классу фортепиано и вокала. И, кстати, для нее музыка – это способ делиться энергией с миром, как она говорит. Давайте с ней поближе познакомимся. Внимание на экран. Всем привет! Меня зовут Тавмасян Анаит. Мне 11 лет. Я живу в городе Якутске. Учусь в 5 классе в школе номер 30 имени Валерия Ильича Кузьмина. Музыке обучаюсь в ДШИ номер 1, 5 класс по фортепиано и 2 по вокалу. Фортепиано научило меня чувствовать гармонию и создавать новую мелодию. Вокал помогает мне выражать свои эмоции, делиться энергией и зажигать сердца зрителей. В свободное время от учебы я люблю гулять, кататься на коньках и рисовать. Я очень рада, что я попала на этот конкурс. Всем участникам желаю удачи и ярких выступлений. песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая в тоске кружит у пенистой воды. Я только там, где звук дрожит у губ желанной пристани, и где глаза твои стрижи, и где глаза твои стрижи скользят по небу пристально. Дым волос не затуманит белый день, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез утрет заботливый олень. Я только там, где ты порой на дверь глядишь с надеждою, ребенок с детворой, и как ребенок с детворой ты лепишь бабу снежную. Там нет меня, где пароход ночи надрывно прогудел, где понимает небосвод, где понимает небосвод, что без тебя только там, где нет меня, вокруг тебя невидимый. Ты знаешь, без тебя ни дня, ты знаешь, без тебя ни дня прожить нельзя мне, видимо. В песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая в тоске кружит у пенистой воды.
Анаит, какое-то прекрасное выступление. Мне кажется, всю динамику, весь драматизм передала. Как сама думаешь? Мне кажется, да. Ну, волновалась? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Что думаете, член жюри? Давайте начнем со Станислава Петровича. Анаит, очень взрослое исполнение вообще. Почувствовала, такая юная девочка стоит и так почувствует песню, и петь это очень здорово. Ну, очень хорошие данные, природные данные очень хорошие. Я вижу, что то, что у вас звучит, есть разные моменты, вот технические моменты вокала, это вибрато, это какие-то моменты фрая там и так далее. Все это от природы у вас есть. Спасибо. Просто мне кажется, надо очень хорошо, ну, скажем так, педагогам очень хорошо надо заниматься, именно поставить номер. Вот я сейчас услышал, вот эту песню многие пели, как многих я слушал, и студентов своих, и дети, которые поют. Вот все по-разному поют и по-разному чувствуют. Вот я бы ну, добавил бы, например, да, вот так как вот все данные у вас есть, вот именно технически вас оснащал бы в эту песню, как бывает, спектакль делают в театре, да, вот так же, поэтапно, потому что данные у вас все есть. Надо просто было правильно вот это все сделать поэтапно, тогда бы очень хорошо получилось. Просто есть такие моменты, которые вот, когда наверху поднимаетесь там и так далее, чуть-чуть позиционно неправильные, вот эти моменты есть. Поэтому вот я вижу, что данные есть, но вот именно надо было еще доделать, с преподавателем сидеть. Как бывает, рисуют вот рисунок вот так поэтапно. Вот на самом деле песни так делаются. Не просто берут песню и поют, а на самом деле делают песню вот так. Вот успехов, мне кажется, большое будущее. Вот не бросай это делать. И тембр очень приятный. Спасибо большое. Спасибо, Леонид. Что думаете? Вы знаете, я неожиданно подумал, что ведь этой песне уже больше 3 десятков лет, по сути дела. Да? Первое ее исполнение Игорем Николаевым было, если я не ошибаюсь, где-то году в 1984 или где-то около того, наверное, может, в 86-м. Вот он ее написал для себя, исполнял ее сам. И новую жизнь она получила вот буквально не так давно, насколько я помню, да. И Анаит вот прямо очень точно уловила вот этот, как это сейчас говорится, вайб в этой песне, настрой общий. Потому что помимо замечательной музыки Игоря Николаева, здесь еще не менее прекрасные стихи нашего российского поэта, глубокого символиста Павла Жагуна, которые, ну, очень сложно понять иногда бывает. Но, тем не менее, вот у Анаит, мне кажется, получилось прямо прекрасно. Спасибо большое. Я надеюсь, что ты, Анаит, будешь и дальше заниматься, будешь развивать свой талант. И когда станешь знаменитой, вспомнишь, что я сказал тебе добрые слова. И позовешь на концерт, да, шутка. Спасибо. Спасибо. Ольга Петровна, что думаете? Анаит, почему выбрала такую грустную песню? Мне ее выбрал преподаватель по вокалу, и со временем я ее много пела, она мне очень понравилась. Но я вот, в отличие от коллег, впервые слышу эту песню, я не знакома с ней. Ну, так получилось, так бывает, да. Но мне бы хотелось, чтобы молоденькая, вот юная девочка все-таки не такую печальную песню исполнила. Да. Репертуар, пожалуйста, подумайте, ладно? А голос великолепный, прекрасный, Спасибо. чистый, интонация очень хорошая, все, умничка. Супер. Ну а сама как оцениваешь? Мне понравилось, как я сама спела. Супер. Ну, а понравилось ли вам, дорогие телезрители? Это, конечно, уже решать в конце недели. Конечно, голосуйте, если вам понравилось исполнение Анаит. И отправляйте слово «ход» на короткий номер 5533 и номер участника. Он высветится у вас на экранах. Ну, я желаю тебе успехов. Спасибо. Мне очень понравилось сегодня выступать на такой большой сцене. Для меня это очень большой опыт. Спасибо всем, кто слушал меня и кто за меня проголосовал.
Следующую на эту сцену я приглашаю настоящую активистку и лидера Елизавету Гончарову. Лиза – игрок школьной сборной по баскетболу и участница движения первых. Ну и, конечно, в общем, занимается общественной жизнью. Скорее с ней знакомимся. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Гончарова Лиза. Я ученица 9 В класса городской классической гимназии номер 8. Я ученица 4 класса эстрадного вокала детской школы искусств номер 1. Я занимаюсь вокалом с ранних лет, мне очень нравится музыка, и я очень сильно хочу воплотить свою профессию, именно связанную с музыкой. Также я занимаюсь спортом, я занимаюсь баскетболом, волейболом и вхожу в состав сборной школы своей школы. Мне очень нравится музыка, и я очень рада с вами всеми познакомиться. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды, подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я, может, больше не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь цветом. В конце тоннеля яркий свет, и я иду по влажной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я, может, больше не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыхание ветра. Останусь светом вдалеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыхание ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Елизавета, вот это да! Хороший выбор песни. Почему, кстати, она? Я ее выбрала, потому что это любимая песня моей мамы. Она же вот о любви такой, немного скрытой. А сама влюблена? Расскажи нам.
Да. Да, ну, наверное, пыталась еще и показать, наверное, всем вот свои чувства. Но у тебя, мне кажется, получилось. Мне кажется, когда ее исполняют у нас, мне кажется, очень-очень сложно ее, но ты справилась. А что думаете, член жюри? Давайте начнем с Леонида. Лиза, очень приятно. Чуть-чуть волнение чувствовалось, да? Да. Финальные ноты ты планировала спеть как в оригинале, да? Или как-то чуть-чуть из-за волнения, по-моему, не получилось, да? Потому что все шло так прекрасно к финальной черте, и я почувствовал, что вот из-за волнения решила мелодическую линию чуть-чуть изменить. Ну, ничего страшного. Очень хорошее исполнение, мне понравилось, да. Единственное, что, может быть, местами надо было добавить немножко металла в голосе. Слишком как-то скромновато получилось. Да? Вот. А в целом, да, отлично. Молодец, занимайся. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Спасибо, Станислав Петрович. Ваше мнение. Елизавета, вокалом занимаешься? Да. Угу. Тоже исполнение такое аккуратное, нежное, осторожное. Самое главное, вот осторожность я почувствовал, когда поешь. Я думал, сейчас вот я знаю эту песню тоже, вот когда вот перкуссионные инструменты пошли, я думал, там будет какой-то драйв. Я ждал вот этого всего, там какие-то мелизматические моменты в вокале, но мне кажется, по-своему, я почувствовал сейчас концертное исполнение больше. Вот. Наверняка, если бы на концерте, наверняка бы аплодисментов много было вообще. И сама очень так позитивно, скажем, стоишь на сцене, подаешь песню, это очень красиво. Побольше занимайся, если в эстрадной манере поешь, побольше занимайся именно над техникой, над мелизматикой, чтобы вот эти ноты брать спокойно наверху. Бывает так, что иногда слишком осторожничать тоже, скажем так, бывает не очень хорошо. Надо какие-то вот моменты должны быть, да, рисковать тоже надо. Спасибо большое. Спасибо. Согласна? Да, согласна. Ольга Петровна, что думаете? Ну что, еще одна грустная юная девушка. Я опять про репертуар хотела бы сказать. Все-таки поищите какие-то более позитивные мелодии. Хорошо? Вот, очень красивая девочка, внешне прям вот артистка настоящая, да. Вот, но голос я услышала только в припеве. В куплете я даже показала тебе, поближе микрофон держи, да, не надо шептать, надо, чтобы все прозвучало, да, все-таки это песня, а не стихотворение, да, надо стараться озвучить все. Угу. Вот. А в припеве я услышала голос очень хороший, приятный. Занимайтесь, пожалуйста. Удачи Спасибо вам. большое. Ну, на телевидении же ты впервые, поэтому, наверное, немного волнения подвело. Но ничего страшного, я думаю, что в следующих выпусках обязательно будет еще много опыта у тебя. Ну, а если, дорогие телезрители, хотите проголосовать за Елизавету, то скорее отправляйте слово «ход» на короткий номер 5533 и номер участника. Голосование продлится неделю и завершится в пятницу вечером. Ну, а я желаю тебе успехов. Спасибо. Мне очень понравилось мое выступление. Я очень рада, что все вот так выступили. Очень рада, что я поучаствовала в этом замечательном конкурсе. Очень рада за свою одноклассницу Анаиду, что она тоже так выступила. И желаю всем успехов и побед. Итак, последнего на эту сцену я приглашаю Виктора Яроева. Несмотря на свой юный возраст, у него уже солидный багаж. 4 года занятия от опыта съемок в настоящем якутском мюзикле. Он победитель многих конкурсов, еще и успевает играть в футбол и компьютерные игры. Скорее с ним знакомимся. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Яроев Виктор. Учусь в 4 А классе Якутской городской национальной гимназии. Уже 4 года занимаюсь в студии эстрадного вокала «Сырдык Сюрен» Екатерины и Алексея Егоровых. Недавно набрался опыта в якутском мюзикле на НВК «Саха». Люблю заниматься рисованием, играть в футбол с друзьями и играть в компьютерные игры.
Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлука бить и зла. Им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей в сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх. Кружат ветра, сотни лет, и день и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все в жизни возвращается на круги своя. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора ветра разлук, обид ветра. Сотни лет, и день и ночь вращается карусель земля. Сотни лет, и все в жизни возвращается на круги своя. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер Завтра ветер переменится, и наступит ветер перемен, и наступит ветер перемен. Виктор, ну это да. Вообще очень круто выступил. Сразу захотелось, мне кажется, пересмотреть фильм «Мэри Поппинс». А ты, кстати, смотрел? Нет. Обязательно посмотри. Как, волновался вообще? Да. Реально? Ну ты же уже выступал на сцене. Как так? А почему, кстати, эта песня, она же такая вот вера в лучшее, вот в надежду. Вот ты сам как вот, философия жизни твоя какая? Ну, я эту песню выбрал, потому что уже новые времена начинаются, старое прошло. Новое наступит, да? Ну, ты такой позитивный, на позитиве. Да. Супер. А что же думает член жюри? Начнем с Ольги Петровны. Ваше мнение? Витя, ну я тебя поздравляю. Вот это да, мне хочется сказать, действительно, да. Если закрыть глаза, можно представить, что это вот профессиональный артист поет, стоит на сцене. Прекрасное исполнение. Мне все понравилось. Никаких претензий у меня к тебе нет. Спасибо. Спасибо, Леонид. Что думаете вы? Аналогично. Как человек, который очень любит
и обожает просто творчество Максима Исааковича Дунаевского и исполняющий многие его песни, я прямо заслушался. Виктор, ты просто молодец. Спасибо. А как он, как артист, ручку поднял, всем показал, какой он звезда уже сегодня. Станислав Петрович, что думаете вы? Виктор, вот это да. Действительно, очень хорошее исполнение. Видно, что вообще живешь этим, да, вообще музыкой занимаешься, вокалом занимаешься, свободно находишься на сцене. Все ноты от начала до конца пропеты очень так чистенько, здорово. И костюм тоже такой очень классный. Вообще сияешь на сцене. Большое будущее. Очень-очень так за тебя рад. Спасибо большое. Дальше занимайся. Это было очень-очень круто. Спасибо большое. А как ты сам оцениваешь свое выступление? От тебя прям вот веет добротой такой. Из 10, наверное, поставлю 9. 9, но это все равно высокий балл такой. А что пожелал бы юным телезрителям, которые тоже волнуются, переживают, но очень сильно хотят принять участие в нашем проекте? Что бы ты им пожелал? Желаю удачи, чтобы вы занимались своим делом. Желаю творчества, удачи. Супер! Ну, дорогие телезрители, если вы хотите проголосовать за Виктора, то скорее отправляйте слово «ход» на короткий номер 5533 и номер участника. Голосование продлится ровно неделю, завершится в пятницу в 5 часов вечера. Но я желаю тебе успехов. Конкурс мне очень понравился, я очень волновался. Еще я получил новый опыт. Желаю всем удачи и творчества. Пришло время подвести итоги, кто же из ребят оказался самым-самым, по мнению профессионального жюри. Легко ли было членам жюри определить сильнейшего среди исполнителей города Якутска? Сейчас узнаем. Ольга Петровна, вам слово. Ну, я во время всего конкурса много говорила о репертуаре. Все-таки хотелось бы, чтобы дети исполняли репертуар, соответствующий их возрасту. Вообще, дети очень порадовали. Много прекрасных голосов. И замечательно, что дети занимаются вокалом. Это поможет им в жизни. Это эстетическое воспитание, это культурное воспитание. Я думаю, что у них, у всех обязательно будет вокальное будущее. Вот. Ну, а в выборе победителя этого конкурса мы были единогласны. В конце концов, вы узнаете, кто у нас победитель этого конкурса. Спасибо, Леонид. Что думаете вы? Впервые я попал в качестве члена жюри на этот конкурс. Очень приятно удивлен уровнем участников. Сложновато было, конечно, выбирать. Да, наметились фавориты. И вот было прямо тяжеловато. Талантов было много, подготовка очень хорошая, действительно. У кого-то вот преимущество в одном, у кого-то преимущество в другом, и сложно определить. Но я, как и Ольга Петровна, я очень рад, что дети занимаются вокалом, что дети развиваются в этом ключе. Мне самому, как вокалисту профессиональному, это очень приятно, что у меня такие, возможно, потенциально будущие коллеги. Здорово. А Станислав Петрович? Спасибо, во-первых, моим коллегам. Сегодня мы очень хорошо поработали, послушали интересных голосов, интересных детей. Действительно, есть будущее, да, нашей республики. Сегодня мы послушали город Якутск. Так много талантливых детей у нас, интересных детей. Но мы, конечно же, как и в конкурсах бывает, должны выявить победителя. Ну, как и Ольга Петровна говорит, и вот Леня говорит, мы единогласно выбрали, кто у нас фаворит. Давайте вместе объявим победителем сегодняшнего интерактивного телевизионного конкурса «Вот это да, дети» становится Виктор Ероев. Он придет.
Только что мы узнали имя победителя нашего еще одного тура песенного конкурса «Вот это да, дети», по мнению профессионалов. Но второго и третьего победителя определите вы, дорогие наши телезрители. Голосуйте за понравившегося участника. Проголосовать можно с помощью СМС, отправив на короткий номер 5533. В начале пишем слово «ход» и указываем номер участника. Голосование стартовало в начале эфира и завершится в пятницу вечером. Кто же станет вторым и третьим финалистом от региона, вы узнаете через неделю. Встретимся на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.